Доброе утро, дорогие друзья! Телеканал Якутия-24 и НВК Саха приветствует вас. И это «Утро Якутии», 9 февраля на календаре, четверг. Дарья Анкехова, Павел Танин в студии. Вместе с вами встречаем этот день. И, конечно же, как всегда, его попытаемся максимально зарядить на то, чтобы он у вас тоже прошел хорошо. Чем мы сегодня это будем делать? Ну вот, например, сегодня день стоматолога. Мы поздравляем, естественно, конечно, всех специалистов этой сферы, всех, кто связан с этой сферой. И, конечно, в ближайшее время ожидаем в студии представителя этой важной профессии, который ответит на многие интересующие нас вопросы. Сегодня мы поговорим о развитии фехтования в нашей республике. У нас в гостях будет Марфа Троева. Побываем также в творческой мастерской известного скульптора Николая Чучасова. Расскажем вам, что делать, если вы встретили дикое животное, и как себя при этом вести, и куда можно обратиться. Ну а в конце нашего эфира мы познакомимся со скульпторами ледовых и снежных фигур из города Хабаровск и Республики Тыва. Так что оставайтесь с нами, не забывайте про наш телеграм-канал. Очень просто его найти в телеграм. Заходите, пишите «Утро Якутии» слитно или сканируйте QR-код, который на экране сейчас вот уже есть. Можно при помощи смартфона это сделать. Ну а по традиции, начало самое нашего эфира, это, конечно же, разговоры о погоде. Что же нас ждет сегодня за окном? В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 50 градусов. В Заречной группе 46-53 ниже 0. В южных районах до минус 37. В Вилюйской группе 47-49 ниже 0. В Нижнеленских до 45 градусов мороза. В западных районах 35-39. В Калмыкия-Гирской группе Лусов до минус 54. В Янских 49-52 со знаком минус. На северо-западе 34-44 градуса ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 47 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем без осадков, туман, ветер слабый. Температура воздуха ожидается до минус 42 градусов. Ну и сегодня в связи с метеорологическими условиями в городе Якутске объявлен актированный день для учащихся с 1 по 8 классы. Потому что холодно, что-то весна вроде собиралась наступать, и что-то пошло не так, и от этого немножко грустно. Ну и, к слову, пока мы спали, тоже одно очень такое замечательное событие произошло, а именно земляк наш Василий Егоров вышел в финал международного турнира в Марокко «Кубок Мухаммада». Одержал он уверенную победу в поединке весовой категории до 51 килограмма, и уже в эту пятницу, завтра, 10 февраля, в 8 вечера по якутскому времени будем болеть за него в финале, получается. То есть, действительно хорошая, важная новость. Пожелаем удачи, будем держать кулачки, пальцы крестиком. В общем, все вот эти приметы, какие можно на победу заряжать, мы будем их использовать. Ну и сегодня, 9 февраля, к слову, сегодня еще столетие исполняется отечественной гражданской авиации, то есть вообще сегодня день гражданской авиации. Тоже имеет смысл поздравить всех, кто в небе, кто ожидает вылета своего, и людей, вообще всех, кто связан так или иначе. Это же огромная такая отрасль. Семья, да. То есть не только пилоты, стюардессы, бортпроводники, это же и инженеры, и полосу обслуживать надо, диспетчера и многие все те, благодаря которым мы можем передвигаться по воздушному пространству из точки А в точку Б. С праздником, дорогие друзья! Да. Вот. А я вот решила начать утро, знаешь, с небольшой загадки. Для тебя, хорошо? Из исконно итальянского продукта она превратилась в общемировое явление. И недаром итальянцы предлагали сделать ее объектом ЮНЕСКО. Как ты думаешь, о чем речь? Ну, понятно же и очевидно, что это пицца. Это очень замечательная еда, я ее обожаю. Правильно. И сегодня, значит, и твой праздник, потому что сегодня отмечают Международный день пиццы. Я думаю, замечательный повод вечером сегодня со своими близкими заказать вкуснейшую пиццу и отметить такой вот, пускай будет немножко необычный, но все же праздник. Ну, а почему нет? Ну, попробуем. А может быть, будет повод отметить что-то еще, потому что прямо сейчас узнаем, друзья, какими событиями сегодняшний день знаменателен.
Ну и еще один праздник, который сегодня отмечается, это Международный день стоматологов. В России появился он сравнительно недавно, но считается одним из важнейших праздников для зубных специалистов. В этот день стоматологи получают не только слова поздравления, но и стремятся рассказать людям о важности заботы. С самого детства нужно заботиться о наших зубах. И в нашей студии сегодня, собственно, представитель этой замечательной профессии. Это доктор Алексей Сотнич. Алексей, доброе утро. Стоматолог и имплантолог, я бы хотел заметить, директор клиники Beauty Smile. Алексей Юрьевич, с праздником, во-первых. Спасибо большое. Вот. Ну, вопрос, наверное, такой, да, скажем так, осенний-весенний, да, в этот период у человека витаминоз вечно происходит. Вот нехватка каких именно витаминов, минералов в организме сказывается конкретно на состоянии зубов? Вообще нехватка витаминов и минералов вообще практически всех сказывается на общем состоянии здоровья. А если брать конкретно именно зубы, это если мы говорим о витаминах, это витамины группы D, то есть D3, в основном D3, и витамины группы C. Витамины группы D, они очень хорошо влияют в целом на организм, потому что витамины группы D, D3 в основном холикальциферол, он практически все рецепторы всех клеток, практически они все взаимодействуют с этим витамином. Поэтому витамин D, он считается как витамин иммуностимулирующий. То есть он в целом всегда нужен. А витамины группы С это для, вот, допустим, если у вас кровотечение из десны, витамин группы С он помогает в этом. И также минералы. Минералы это в основном у нас кальций, фтор и фосфор. То есть вот эти минералы, они необходимы для жизнеспособности эмали, дентина и всего остального. А с точки зрения стоматологии, как восполнить вот этот дефицит? То есть нужно принимать эти витамины внутрь, либо, возможно, это должно быть в составе вашей зубной пасты, либо какие-то, может быть, ополаскиватели? Вообще все это вкупе работает. То есть желательно, конечно, БАДы, вот эти все добавки на второй план. То есть хотелось бы, чтобы люди принимали витамины и минералы с добавками пищи, то есть в еде, чтобы это было в рационе. Также в остальном, если в рационе этого не хватает, то желательно бы все нехватки витаминов и минералов добавлять БАДами, витаминами. Ну и в целом ополаскиватели, зубные пасты содержат тоже какое-то количество, но это все нужно делать вкупе. И поэтому обязательно для этого нужно ходить к стоматологу раз в полгода, чтобы врач адекватно и понятно объяснил, какая именно ситуация у пациента, то есть индивидуально каждому. Ну вот мы говорим сейчас по витаминах, в принципе, поняли, что в принципе все витамины влияют на состояние зубов, как витамины эти потреблять, ходить к врачу, чтобы понять, что не так. А тем не менее, можно ли как-то самостоятельно понять, каких именно витаминов вот у человека что-то случилось, с зубами? Может ли он самостоятельно понять, чего именно не хватает? Самостоятельно, скорее всего, по внутренним ощущениям, но есть некоторые симптомы. Допустим, если мы говорим о зубах именно конкретно, как я сказал, что витамин С влияет на кровоточивость десен. Да. То есть если есть кровоточивость, стоит задуматься, потому что это может быть не только дефицит витамина С, может быть другие факторы. Поэтому это как просто нужно задуматься об этом. И чувствительность эмали, если эмаль крошится, то, конечно, обязательно желательно сходить к стоматологу, узнать, что это, нехватка витамина, либо же другие какие-то воспалительные процессы, другие заболевания полости рта и зубов. То есть самолечением, как и в любой истории про здоровье, лучше не заниматься. А можно ли только вот с помощью соблюдения гигиены, просто вот сохранить свои зубы до глубокой старости? Или все-таки это во многом, в большинстве случаев, зависит от состояния всего организма? Или гигиена основа основ? Гигиена, прям я бы сказал, я прям ратник за эту тему. Гигиена — это основа основ. То есть если гигиена у вас адекватная, хорошая, и состояние зубов тоже адекватное, хорошее, в этом случае, я так думаю, что, скорее всего, можно прям до глубокой старости сохранить зубы. Но все равно к стоматологу нужно ходить, смотреть, потому что не все состояния зубов, не все заболевания можно будет самому как-то регулировать с помощью гигиены. Но гигиена прям это самая основа основ, поэтому если чистите зубы хорошо, то у вас все и хорошо будет. Сегодня, кстати говоря, про гигиену тоже интересный вопрос. Где-то я вот буквально на просторах интернета что-то там листал, наткнулся на мысль такую интересную. Хотелось бы у вас, как у специалиста, спросить, что в принципе основное время
время чистки зубов это все-таки вечером после дня, когда ты много ел, что-то осталось. И, в принципе, если человек чистит вечером зубы, то утром, как бы, это, можно сказать, такая уже не слишком обязательная процедура. Действительно ли это так, или это уже какие-то вот интерпретации у людей в интернете, скажем так? Ну, и не буду сильно отталкиваться от основных... то есть у нас есть ВОЗ, и по ВОЗу вообще 2 раза в день обязательно, стандарт, да. Но Хуже не будет. хуже не будет, да. Но здесь я как со своей точки зрения скажу, что чистка зубов — это вот мы снимаем налет механически в основном. И если вы, допустим, часто кушаете и кушаете правильную пищу, я про правильную пищу говорю, то тогда идет самоочищение организма, то есть самоочищение организма зубов. И тогда, если вы, допустим, вечером поели что-нибудь такое, допустим, морковку, еще что-нибудь, то тогда самоочищение будет. И в целом, ну, утром чистить я бы больше рекомендовал, потому что проходит цикл ночи, и за этот период у нас накапливается налет. То есть почистить утром желательнее, чем почистить вечером. Это мое личное мнение. Хорошо, у вас осталось буквально вот совсем немного секунд. Поздравьте своих коллег, я думаю, будет им очень приятно. Дорогие коллеги, хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником и пожелать вам самое главное здоровья, терпения и приятных пациентов. Ну, мы тоже присоединяемся к вашим поздравлениям и вас. Опять же, в лице вас поздравляем всех стоматологов, всех, кто связан со стоматологическим делом, с профессиональным праздником. Желаем, во-первых, вам благодарных пациентов, а вам, дорогие друзья, сохранить свои зубы максимально долго и, возможно, в свои 80 сказать: у меня 32 и все мои. Ну или как минимум улыбаться чаще, чтобы ваша улыбка радовала вас. Вот прям с самого утра проснулись, улыбнулись и счастливы. И вспомнили о своем прекрасном докторе-стоматологе. Да. Ну а прямо сейчас короткая пауза, после которой мы прервемся, и впереди нас ожидает еще много всего интересного. Поговорим о фехтовании, о ледяных скульптурах, побываем в мастерской известного скульптора. Много всего этого нас ожидает после паузы. Увидимся сразу после короткой паузы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Республиканское общественное движение «Якутия с тобой» отправляет якутские продукты питания в военные госпитали Владивостока и Хабаровска. В скором времени в опорный пункт республики в Москве отгрузят очередную партию груза для участников СВО. Пункт сбора гуманитарной помощи общественного движения «Якутия с тобой» находится по адресу город Якутск, улица Орджоникидзе, 10, вход с торца здания. Работа с 10 до 19 часов без выходных. За первый месяц 2023 года в жилом фонде на территории Якутии произошло 43 пожара, 38 из них – это возгорание в гаражах, банях и других надворных постройках. Некачественные кустарного производства обогреватели, печи без соответствующей защиты, оголенная проводка – все это становится причиной пожаров. В связи с этим пожарные республики проводят акцию «Безопасный гараж», в рамках которой обходят частные гаражи, проверяют качество и безопасность проводки и отопительных приборов, проводят профилактические беседы с владельцами и устанавливают автоматические пожарные извещатели. Акция «Безопасный гараж» продлится до конца отопительного сезона. Чаще всего пожары возникают по причине халатного отношения к отопительным приборам, либо к самостоятельному монтажу электрических приборов, проводки и прочего. Люди зачастую оставляют топиться гараж, чтобы была достойная температура для того, чтобы машина нормально функционировала, и уходят домой. Столетие гражданской авиации России будет отмечаться 9 февраля. Нюрбинское авиапредприятие сыграло большую роль в жизни не только района, но и всей Якутии. К празднованию столетия гражданской авиации в Нюрбинском районе был организован День открытых дверей для школьников, где дети посетили Музей истории авиации имени Владимира Кузакова. В музее собран богатый фонд фотографий тех времен, а также макеты самолетов, которые летали из Нюрбинской взлетной полосы. Более того, профориентационная работа с учениками школ Нюрбинского района ведется целенаправленно. Имеются 2 профильных авиационных класса в Антоновской средней школе и в многопрофильной гимназии имени Степана Васильева. Раньше этот музей у нас находился, может быть, вы знаете, он у нас находился вообще там в закутке, и он был закрыт всегда. И мы поэтому приняли решение, что мы его перенести в зал ожидания, и дверь у нас всегда открыта. Так что свободный доступ, все пассажиры
и любые желающие могут в любое время приходить, смотреть. Люди приходят и даже приносят свои фотографии, своих родственников, которые здесь работали. И пополняем музей, обновляем. 102 юных дзюдоиста соревновались за звание чемпионов Мирнинского района. В детско-юношеской спортивной школе Мирного прошло открытое первенство Алмазного края. На татами вышли спортсмены из Мирного, Ленска, Удачного и Айхала. Участники соревнований – мальчики и девочки 11-15 лет. По итогам первенства 16 дзюдоистов вошли в сборную Мирнинского района. В конце марта они поедут в Якутск на чемпионат республики. В данный момент у нас эти соревнования проходят для того, что у нас отбор будет на первенство республики Саха-Якутия в городе Якутск. И сейчас сильнейший у нас отберется, будет команда у нас Мирнинского района. Это Айхал, Удачный и Мирный. Утро Якутии. Продолжаем. Чемпионаты по фехтованию – это одни из самых ярких эмоциональных спортивных состязаний. Проблема только одна, и она у зрителя. Ведь фехтование в тонкостях понятно не всем. Помимо основных правил и быстроты реакции, здесь необходимо знать все и об экипировке, которая, в свою очередь, весьма разнообразна. Мне повезло, ведь в рамках проекта «Испытано на себе» я смогла хотя бы чуть-чуть понять все тонкости этой интересной экипировки. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Фехтование – это необыкновенно красивый, изящный и даже романтичный вид спорта. Это древнее боевое искусство имеет тысячелетнюю историю. Но и сегодня фехтование актуально, а самое главное, этот вид спорта развивается у нас в республике. Что необходимо для настоящего фехтовальщика, ну или хотя бы начинающего? Но первое – это, конечно, защита. Полностью нужно защищаться. То есть ребята одевают брюки. Вот, они вот на таких лямках. То есть здесь определенная специальная ткань, да? Ткань, да. Кстати, насчет ткани могу рассказать, то, что здесь материал кевлар. Оно делается, вот у нас же носят космонавты белый костюм. Да. Вот у них точно с такого же материала сшито, да. Да, поэтому почему они одевают такие, чтобы материал не рвался, не протыкался, вот, поэтому вот. Интересный факт. Всё. Интересный факт. Так, ну хорошо. Застегнем. Это первый слой, и все? Да, нет. Дальше одевается уже электрокуртка. Путем этой куртки уже фиксируются удары. То есть это сшито с металлических нитей. То есть когда касаются саблей, куртка дает датчику реакцию. То есть горит лампочка, если нанесли удар. Поэтому электрокуртка это обязательно. Еще перчатки обязательно, без перчаток. Кстати, перчатки все спрашивают, почему на вторую руку нету. Одевается только на ту руку, которая держит оружие. То есть левша одевает, соответственно, левую, правша одевает правую. И все, боец готов. Фехтование есть 3 вида оружия. Это сабля, рапира и шпага. В данном случае у меня дети тренируются только с саблей. Есть разница в чем? Сабля... То есть саблей можно нанести удар любой частью сабли, то есть любая зона подходит. У нас, видите, да, в шпаге и в рапире кончик, он с кнопочкой идет. То есть у них только колющий удар. А в нашем случае рубящий удар. То есть можно в любую зону нанести. И в руки, да, абсолютно верно. А у тех только вот так? А у тех только, да, только колющий то есть удар. у нас больше вариантов. Длина орудия не зависит от роста ребенка? Нет, у всех стандарт, у всех одинаково. Даже 7-летний ребенок, даже 5-летний ребенок, он все равно берет стандартное оружие. А это должно быть вот так? Это, да, это гарда. То есть гардой вы защищаете полностью свой кулак. И если, соответственно, вы так держите, соперник подходит, вам может по руке дать, а это очень больно. А вот эти можно отрубить пальцы? Нет. Просто синяк? Синяк, да, ну, как бы это спорт, травма тоже бывает. Если вот не в защитную руку, ну, то есть в руку, да, которая не защищена. Кстати, вот вы сейчас, да, сразу руку назад убрали. Вот если соперник стоит вот таким образом,
можно саблей попасть прям по ладошке. То есть это тоже травмоопасно. А куда ее девать? Нужно держать вот так, на бок. А, И так. не пальцы Ой, вот убираем, да. Сколько нюансов. Самое главное уберечь руки, да? Но и голову в том числе. Да. Это что за шлем? Это такой интересный? маска. Маска. Маска у нас тоже от удара. Тут полностью все. Сюда ударили, сразу датчик срабатывает. Вот здесь, видите, ямочка есть. Надо туда подбородок подставить. Это чтобы было комфортно максимально. При движении все равно же головой двигаем. Вот здесь это очень А твердое. это чтобы маска не слетела, получается, мы вот это уже, да, вот, она сгибается, ее всё. вниз. И сабля. Ну что, дорогие друзья, боец готов к бою. Я пошла. Не зря я вспомнила о своем прекрасном опыте в этом виде спорта, потому что сегодня в нашей студии мы поговорим именно по теме развития фехтования в нашей республике. И у нас в гостях сегодня Марфа Троева. Она является основателем школы фехтования для детей в Якутии, именитая спортсменка, мы ее все знаем. Доброе утро, Марфа. Да, здравствуйте. Добрый. Ну, первый вопрос, конечно же, на самом деле, даже в моем понимании, фехтование немножко такой, кажется, не особо развитый в плане популярности спорт в Якутии, а если сегодня увеличивается ли его популярность, насколько он начинает раскручиваться? Да, популярность развивается, родителям очень нравится этот вид спорта, детям особенно. Количество учеников постепенно, да, увеличивается. Мы активно, вот с этого года мы активно будем развивать. Буквально сегодня у меня встреча с тренером в ЕГНГ. Была встреча с директором гимназии, нам предоставили зал. И плюс еще будем развивать в ближайших наследах. Будет поездка в Горный Луг, село Бердигостяв. Тоже буду встречаться с директором школы. Хотим включить в программу, школьную программу вот именно фехтование. Как То здорово, есть, да? в принципе, на площадках школ можно открыть Да. спокойную секцию, и дети будут заниматься. Да, мы очень хотим, чтобы в наших школах, да, включили фехтование. Фехтование. А вообще, если взять, в частности, вашу школу, сколько лет назад она открылась, да? Давайте немножко вспомним, в каком году старт положен был. Официально мы федерацию открыли, вот если говорить о Федерации фехтования Республики Саха-Якутия, то с 2017 года, а школа работает с 2016 года. Но наше развитие, да, вот постепенно идет, вот, и вот с этого года прям активно хотим уже работать. А что привлекает вообще родителей в первую очередь? Ведь, наверное, зачастую ребенка приведет родители, скажет, вот занимайся фехтованием, смотрю Олимпийские игры, мне нравится, хочу, чтобы ты был таким. Знаете- Но вряд ли ребенок, да, увидя вот такую тетеньку, как я, допустим, в этой маске, с саблей, скажет, я тоже таким хочу быть, да? Знаете, Наверное, родители. по-разному бывает. Бывает, родители, да, приводят своих детей, а большей части на самом деле ребенок хочет. У нас первое занятие как раз ознакомительное. И если ребенку понравился этот вид спорта, продолжает уже заниматься. Вот, поэтому тут, да, два варианта. Да, два Родители варианта. иногда Но- прям настырно хотят, чтобы ребенок занимался, а ребенок, например, не хочет. Да? А бывает так, что наоборот ребенок прям даже со слезами приходит к нам на тренировку. То есть, Хочет. А мальчики да. или девочки больше хотят? Вот в начале, когда мы открылись, девочек было больше. Вот. А сейчас уже Уравнялось. 50. Ну вот развитие идет, опять же, в школах, да, вот то есть ведется работа по открытию секций в школах, а тех, кто обучает фехтованию, хватает, что по поводу тренера? Так, по поводу вот тренерского состава, получается, у нас на сегодня вот 2 тренера. Мы хотим, прям, кто сегодня вот смотрит эфиры, да, мы хотим пригласить, да, учителей физкультуры, у кого есть физкультурное образование, да, если желание есть развиваться в качестве тренера по фехтованию, мы только рады. Мы только рады познакомиться, да, вот именно с таким желанием с тренерами. Мы, кстати, обучение бесплатное, мы за счет школы. То есть Мы учителя обучаем всех, да, наших тренеров. Вот, и семинары проходят, и можем тоже.
А вот если для родителей все-таки захотят привести ребенка в секцию, ребенок должен быть гиперактивный или же наоборот более спокойный? Фехтование это для какого вот характера детей? Ну вот да, от темперамента ребенка зависит, но самое главное в спорте эти желания. То есть если даже там гиперактивный ребенок, если хочет развиваться, хочет стать чемпионом именно фехтования, то и даже гиперактивный ребенок может стать хорошим спортсменом, ну то есть показывать результаты. А вообще вот для любого спортсмена очень важно же соревнования. Ну как же спорт без соревнований, без медалей? Ваши ребята уже имели опыт, ведь все-таки вид спорта такой очень редкий. Да, Бывает ли у нас региональный? мы ездили в Новосибирске, то есть мы сотрудничаем с центром фехтования в Новосибирске. Потом в Хабаровске ездили, в Москву. У нас тренер, вот как раз, который обучает, работает в Москве. Вот, и дистанционно мы обучаем всех тренеров. Вот Ефросинья Николаевна активно сейчас тоже проходит обучение. Ну, то есть, когда вы тренер, постоянно идет развитие. То есть тут нету какого-то предела. Какого-то потолка. Да, потолка нету, постоянно надо находиться в стадии развития. Мы вот затронули тему очень хорошую, что сейчас хотите развивать, грубо говоря, сеть секций, да, в школьных. Помимо этого, какие сегодня планы по развитию фехтования? Наша главная цель – это попасть в программу Международных игр «Дети Азии». То есть это наша прям главная цель, и на это и работаем. Получается, фехтование – это олимпийский вид спорта. Я считаю, что в нашей республике этот вид спорта очень даже подходит. Все тренировки проходят в помещении. Нужно помещение. Марта, спасибо большое. Желаем то, что действительно попадем на Дети Азии, наши спортсмены, и более того, будут брать там медали. Это будет здорово. Удачи вам еще раз. Спасибо за беседу. Ну а впереди наша постоянная рубрика «Пусть мама придет», в которой дети очень хотят найти своих настоящих, добрых и любимых родителей. Знакомьтесь, это Мирослава. Мирославе недавно исполнился 1 годик. Мира недавно научилась ходить, теперь уже вовсю ходит, активно изучает окружающий ее мир. А по характеру наша Мирослава очень спокойная, доброжелательная, очень улыбчивая девочка. Любит играть с разными интерактивными музыкальными игрушками, любит разные яркие книжки, любит слушать сказки. И вообще она очень внимательная, такая усидчивая девочка, всегда хорошо слушает и наблюдает за взрослыми во время занятий. Мирослава с удовольствием и большим желанием делает свои первые шаги. Мирослава, давай. Потопай. У Мирославы есть старшая сестра Вика, ей 8 лет. С большим старанием она учится правописанию. А еще Вика осваивает роспись по стеклу. Благодаря терпению и усидчивости девочка уже делает сама свою первую картину. Вика, расскажи мне, что ты делаешь? Я делаю картину, и это называется роспись по стеклу. А чему бы ты еще хотела научиться? Я бы хотела научиться, делать, шить, делать вещи, Вика, вот тебе получается 8 лет, да? Да. Ага. А ты о чем мечтаешь? Я мечтаю летать, всем помогать, бедным давать денежки, дом. Вика активная и позитивная девочка. Она любит подвижные игры, с удовольствием ухаживает за цветами. Тут мы ухаживаем, поливаем. Вика обожает играть в куклы, представляя себя их мамой. И, конечно, мечтает девочка, чтобы у нее была мама. Мы надеемся, что для Вики и ее сестры Мирославы найдется семья.
Ну а впереди самый романтичный праздник уже на следующей неделе, День всех влюбленных. И кинотеатры, как водится, готовят нам не менее романтичные премьеры. Поэтому куда сходить со своей второй половинкой 14 февраля вопросов стоять не должно. Про тех, кто предпочитает другие жанры, прокатчики также не забыли. И вот о всех киноновинках ближайшего уикенда нам расскажет Катерина Винокурова. Доброе утро! Представляем вам обзор новинок этой недели от кинотеатра «Лена». Классическая драма «Знакомство родителей», где Ричард Гир встречает Сьюзен Сарандон, а Дайан Китон – Уильяма Мейси. Россыпь заслуженных ветеранов романтического экрана и успешно прошедшие крещение жанром молодые артисты Эмма Робертс и Люк Брейси встречаются в одной гостиной, чтобы выяснить отношения. Пока дети рассуждают о том, стоит ли вступать в брак, родители подумывают из союзов, благословенных временем напротив, выйти. Главным предложением для любителей хорроров на этой неделе является проект «Заклятие Абизу». Именно низкое конкурентное окружение и должно стать его главным преимуществом. «Заклятие Абизу» 2022 года, добравшееся до российского проката, снял британский режиссер Оливер Парк. Вместе с другими режиссерами Парк работал над страшными историями, рассказанными на ночь и странными явлениями. Новая работа, в отличие от культовых фильмов о демонах, отходит от темы одержимости, давно ставшей классикой хоррора. «Заклятие Абизу» не отсылает к реальным событиям. Фильм Парка – фолк-хоррор, основанный на иудейской легенде об Абизу, у которой есть много общего с Лилит. Этот злой дух тоже похищает новорожденных, насылает выкидыши и болезни на беременных женщин. Сценаристом и продюсером картины был Хэнк Хоффман, по совместимости сын Равина, который с детства наизусть знает историю о страшном демоне. Поэтому в «Заклятие Абизу» он очень интересно передает детали древнего предания, лаконично вплетая их в современный контекст. А в преддверии Дня Святого Валентина, 11 февраля, кинотеатр «Лена» покажет драму Степана Бурнашова «Наша зима». Напомним, что по сценарию главные герои после 10 лет брака решают развестись. Раздел имущества и сам процесс развода проходит без скандалов. Оба понимают, что развод – единственный выход из растянувшегося неудачного брака, где каждый из них считает, что не в полной мере реализовал свои возможности, и тяжелое решение даст толчок к новой жизни и забытым мечтам. А во вторник, 14 февраля, стартует экшн-комедия «Моя пиратская свадьба». Звезды Голливуда Дженнифер Лопес и Джош Дюамель сыграют влюбленных, чья свадьба оказывается под угрозой срыва, когда на уединенный райский остров высаживаются пираты. Клятвы верности отходят на второй план, а главным героям приходится спасать себя и гостей и заодно разбираться в своих чувствах. Согласитесь, редко, когда голливудский фильм о свадьбе обходится без Дженнифер Лопес. Вспомните прошлогоднего «Первого встречного» или культовый ромком «Свадебный переполох». Кажется, актрисе действительно нравится примерять белоснежные наряды. Разговоры о фильме Джейсона Мура велись так давно, что поп-дива не раз успела сменить партнера по борьбе с пиратами. Изначально роль Тома должна была достаться Райану Рейнольдсу, но тот передал эстафету Арми Хаммеру, чья скандальная жизнь вынудила его уйти из проекта. В конце концов, заниматься свадебными делами пришлось Джошу Дюамелю, пожалуй, идеальному кандидату, с которым у Лопес действительно возникла химия. Напомню, что все эти фильмы вы можете посмотреть уже с этого дня в кинотеатре «Лена». Ну а я желаю вам отличного настроения и приятного просмотра. В эти дни с 6 по 11 февраля в Якутске проходит открытый конкурс ледовых и снежных скульптур «Северное сияние-2023». Сегодня в нашей студии его участники – это гости, приглашенные в нашу республику. Давайте знакомиться. Это у нас Ирина Александровна Заславская, представитель города Хабаровск, а также Шевер Карат Кызыл Олович, представитель республики Тыва. Доброе утро. Утро. Доброе утро. Ну, самый главный вопрос, который, как правило, задается всем гостям Якутии. Первый раз ли в Якутии? Какие впечатления, какие ощущения? Ну, я первый раз
Якутии. Ощущения такие морозные. В первую очередь я скажу, это самый холодный регион планеты. Народ очень гостеприимный. Я познакомился со многими мастерами, косторезами, ветеранами. Некоторыми познакомился Алексей, Егор, Василий и многих других можно пересчитать. Я впервые в Якутии и очень поражена гостеприимством местного края. Много талантливых людей мы встретили, и мне очень приятно в этом году приехать сюда и познакомиться с Якутском. И символично, да, так что приехали не когда у нас было на прошлой неделе, так сказать, минус 30 с лишним, приехали уже там под 50, так сказать, да? 50. И вот Карат уже сказал, что он уже был поцелован Якутией. Да. Посмотрите, у Да. него есть небольшие обморожения на щечках, и он сказал, меня Якутия уже поцеловала. Да. Ну, поговорим о непосредственно ледовых скульптурах. Как давно вы занимаетесь вот именно ледово-снежным мастерством? Ледом я занимался, да, а не в таких масштабах. Я в основном камнерез. Камень называется агальматолит. Это белый камень такого оттенка серого. А серпантинит — это черный камень. Тоже добывается в Туве. Вот. Это размером 10-15 сантиметров маленькие. А вот такие масштабы ледяные, прямо разница, да, есть. Карат, сразу возникает вопрос, с чем проще работать, с камнем или со льдом? Тем и другим все равно сложно, потому что они хрупкие. И я по снегу тоже работал много раз. И по песку. Но со льдом очень интересно. Все-таки напоминает бриллиант. Так, вот Ирине сразу вопрос. Девушка, как-то привычно видеть мужчин, да, работающих со льдом, а здесь девушка, с чего вдруг? Дело в том, что я живу в Хабаровске, и в Хабаровске очень популярно искусство снега и льда. Каждый год проводятся конкурсы, и есть возможность попрактиковаться украшения города. То есть мы вполне работаем давно, впервые. Я стала этим заниматься в 2000 году, когда прошел первый дальневосточный фестиваль ледовой скульптуры в Хабаровске на площади Ленина. Вот на конкурсе какие работы представляете? Может быть, это одна какая-то большая или несколько композиций, может быть? Тема экология, да, в этом году. У нас работа называется «Наследство потомкам». То, что природа создала, такие красивые места, лечебные источники, там их можно много перечесть. И вот эта экология все это разрушает. А в Снежном первооткрыватель садится на самолете и приветствует Якутию. КПС Якутия называется работа. Вот сегодня со снегом начнем работать. Вот вы говорите, начнем. У вас сколько человек работает? У нас в команде двое, я и Денис Шведюк, тоже хороший мастер. Он тоже Туву представляет. Мы приехали в национальной одежде, да, им интересно было. А у Ирины какая работа? Работа называется «Может быть». И в первую очередь в ней отражено то, что в Якутии любят солнце. И все радуются, когда оно заходит. И мы хотели передать это. Но повлияло некоторое техническое оснащение, потому что я впервые в Якутии, и мы не ожидали, что техника может подвести, потому что много лет работаю, и, в общем-то, всегда все хорошо было. И сейчас мы скорректировали, но немножко не успели. Все, что задуманное, хотелось бы по закончении работы видеть. Я так понимаю, проблемы с техникой все-таки связаны с температурным режимом, с морозом. Да, не справилась, так сказать, да? В Якутске особая подготовка нужна именно в технике. Ну вот помимо того, что, может быть, техника не выдерживает, кроме этого, мешает ли еще как-то мороз работать? И вообще, какая оптимальная температура для того, чтобы вот со льдом, со снегом какие-то манипуляции проводить такого уровня? В Хабаровске 20 градусов, 12-20 градусов – это вполне комфортная температура для склейки и для работы. Здесь мороз, конечно, влияет.
И это очень даже неожиданно, как он влияет. Ну вот сейчас видели люди все так укутаны, практически ничего не видно, одни Глаза. зрачки видны, да, и руки. Самое-то главное у мастера, у художника это руки. Здесь как отогреваете? Вот в таких больших варежках, да, наверное, все? Именно в работе не холодно. Потом, когда вечер наступает, понимаешь, что ты прожил на морозе 46 градусов и... Почти полдня. Да, да, и жарко, даже жарко, потому что в работе не холодно. Ну, вот такой вопрос интересный. Вот вы как раз, у вас есть опыт и основной, да, профиль работы именно с камнем. Лед и снег — это вещь такая, которая с наступлением весны, она тает, она заканчивается. Не жалко ли потом вот со своим творением, ну, вообще понимать, когда ты его делаешь, что вот через 2, там, 1,5, может быть, 3 месяца это все растает и исчезнет, уже этого не будет? Ну, лично для меня не жалко, потому что народ уже видит, дети отдыхают в этом парке, и молодое поколение набирает опыта, и у них возникает идея, что, может быть, подрасту и стану скульптором, и художником, и все это память у них остается в жизни. И так что жалеть не надо. Это и есть природа. Лето, зима. Отлично. Ну, я думаю, совсем скоро уже жители нашей столицы сумеют восхититься вашими работами, да, посетив Ледовый городок. Ну, а мы желаем вам все-таки, наверное, какого-то творческого вдохновения, потому что мастер, творец, он живет именно этим. Ну и последний вопрос. Вот скажите, пожалуйста, одним словом, что для вас Якутия? Вот самое, вот, что запомнится, что везете с собой? Якутия, здесь с одним словом живут самые отважные люди, оленеводы. Все трудящиеся, несмотря на такой суровый климат, они живут и любят свой край. То есть вас восхитили люди? Да, да, гостеприимный народ. И среди наших коллег, участников, мастеров, и все такие отзывчивые. А у Ирины? Сильные люди меня поразили, да. Когда в такой мороз дети гуляют во дворе, играют, катаются с горки, люди гуляют, наслаждаются жизнью. Это удивительно. Сильные люди. И, конечно, мороз тоже достопримечательность этого края. Я поражена им. В общем, можно подвести тезис, что Якутия — это люди. Спасибо вам большое, желаем удачи, желаем, чтобы ваши скульптуры максимально долго радовали глаз и жителей Якутии, и гостей, в том числе, потому что они тоже приезжают. Ну, а мы продолжаем. Мы познакомились с мастерами ледовых скульптур. На днях наш коллега Руслан Ачиров познакомился, побывал в мастерской у известного нашего скульптора Николая Чучасова. Он увидел, как и из чего создаются его знаменитые работы, и узнал, над чем сейчас работает мастер, и какая достопримечательность в скором времени появится в городе Мирном. Так что мирницам, я думаю, будет очень интересен следующий материал. У меня в руках находится копия этого знаменитого Оскара, которого вручили Леонардо Ди Каприо в свое время. Ну а сегодня мы с вами узнаем, познакомимся поближе с такой профессией, как скульптор, потому что без руки скульптора вот такая статуэтка не была бы возможна, то есть ее бы просто не существовало. Вот. И поэтому сегодня мы пообщаемся с знаменитым скульптором Николаем Чучасовым. Николай, ну расскажите нам, наверное, вначале про профессию скульптора. Да? Это профессия или призвание? Образ жизни. Образ жизни. Да, потому что, ну, как и у ученых, у писателей, у нас нету такого разделения. Вот я пришел на работу, я работаю. Работа тебя занимает весь процесс твой жизненный. И даже если занимаешься какими-нибудь другими делами, ты все равно думаешь о том, что ты будешь делать или что ты уже делаешь. И в голове все время крутится, и поэтому кажется, что для людей кажется, что человек работает только в мастерской, а на самом деле у нас у всех творческих личностей процесс бесконечный, как бы, на весь день, на всю жизнь. Ну, вот это я знаю, что это Джон Сноу, да? Да, это это восковая модель статуэтки для Джорджа Мартина, писателя, который написал «Сагу льда и пламени», по которой снят сериал. То есть у вас здесь рабочий материал находится, да? Да. Вот это сначала появляется... Модель, да. Вот эта модель. Да. Вот обратите внимание, друзья, вот эта модель, она сделана из гипса? Да, ну, сначала была сделана из глины, а потом гипс, чтобы, ну, сохранился. Глина сохнет, ломается. Вот восковая часть. И
О, я, кстати, вижу знакомый силуэт. Можно взять, да? Да. Все горожане знают эту скульптуру, скульптура дворника, которая находится около кинотеатра «Центральный». Вообще, очень интересная идея. Она как вот пришла к вам? Сначала это был дворник, как в мультиках, там человек в шапке с метлой. Но лицо не получалось, и решил, что с двух сторон. Все равно мы не знаем, как дворники наши выглядят. Фасада нет. Здорово. Ну, а мировая известность, конечно, вот эта вот статуэтка, это копия, да? Да, это копия, ага. Это копия Оскара. Для себя. Ее хотели кому вручить? Почему хотели ее И вручили, вручили. да, ага, стоит в офисе у Леонардо Ди Каприо. Эта скульптура, она поедет в город Мирный, это городской там, персонаж, можно сказать, да, это был такой песик Филя, который трагически погиб, и мирнинцы его знали, поэтому хотят его увековечить. Николай, огромное большое спасибо за такую возможность прикоснуться к искусству, потому что я до сих пор у меня мандраж на самом деле. А прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Круглогодичную трассу обустроят от села Кемпиндяй Сунтарского района республики до Алекминска. Ранее эта дорога использовалась лишь зимой для перевозки угля и содержалась силами муниципальных образований. Сегодня дорогу протяженностью 270 километров приняли в региональную собственность и планируют обустроить под круглогодичную эксплуатацию. Таким образом, по сообщению Минтранса региона, устройство автозимника продленного действия Алекминск-Сунтар позволит сократить протяженность схемы завоза в 2 раза, а точнее до 1630 километров. Кроме того, дорога позволит поставлять уголь с Кемпиндяйского разреза в Алекминский район. Единственный детский сад в поселке Тикси планирует включить в федеральную программу ремонта дошкольных учреждений, которая должна начаться с 2025 года. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко в ходе отчета властей в Булунском районе. Он посетил детский сад и отметил, что руководству района совместно с учреждением необходимо уже сейчас начать подготовительные работы, чтобы предоставить необходимую документацию для заявки. Здание детского сада 1975 года постройки, у него начал проседать фундамент. Есть 3-й этаж, который не используется и является замороженным, что также негативно влияет на состояние потолков нижнего этажа. Укрепление фундамента и вопросы водоотведения поручили также включить в проект. Понижение температуры воздуха может негативно отразиться на многих факторах жизнеобеспечения. Низкие погодные условия могут остановить и работу пожарных служб. В лаборатории технологии полимерных нанокомпозитов Северо-Восточного федерального университета разработали новый состав для уплотнителей пожарных рукавов для тушения пожаров при температуре ниже минус 40 градусов по Цельсию. Над проектом работали 1,5 года. К нам обратились с МЧС Республики Саха-Якутия с проблемой о морозостойких эластомерных материалов. В технике, оказывается, очень много возникает различных проблем, но так как они немножко сомневались в нашей профпригодности, они попросили ее подтвердить. И для этого дали нам заказ по изготовлению уплотнительных колец для пожарных рукавов. Были переданы образцы для испытания. Это в МЧС и в АО «Водоканал». И везде они успешно все прошли. История глиняной посуды для хранения и приготовления пищи, по данным археологов, берет свое начало еще в первобытную эпоху. В Якутии до 30-х годов изготавливали именно такую посуду. Со временем это ремесло прекратилось. Сейчас стоит задача восстановить этот традиционный вид деятельности. Так, в Татинском районе селе Тыкёрь преподаватель детской школы искусств Людмила Захарова проводит для населения мастер-классы. Она в свое время когда-то училась в Намском педагогическом колледже и посещала кружок керамики у Ларисы Тавакаловой. Молодая мастерица в прошлом месяце, начиная с новогодних каникул, провела уже 5 мастер-классов. Желающих с каждым разом становится все больше. Мастер-классы посещаю уже 3-й раз. Очень понравилось, потому что глина – это такой пластичный материал, интересно работать. Не только для себя, вот как для души делаем, а это практически используем
Я сейчас делаю камелек для молодой семьи на новоселье, как подарок хочу сделать. А до этого я делала хумпор, посудку для окуривания помещения, чтобы удобно, с ручкой, с ножкой, удобно. Такая глиняная посудка, чтобы так практически дома окуривание, дома очищение делать. Культурная экспедиция, в состав которой вошли специалисты Института геокультурного развития и театра «Аланхо», 7 и 8 февраля побывала в Вилюйском районе. Экспедицию возглавил государственный советник республики Андрей Борисов. В рамках программы прошли алгыс в исполнении артистов театра «Аланхо», диалог-платформа «Единая система домов Аланхо», мастер-классы по игре на кырымпе и хамусе, по исполнению таюк, различные выставки и спектакли. В конце экспедиции состоялось торжественное открытие филиала Ассоциации молодых аланхасутов. Главная цель – это создание, становление системы домов Аланхо. Если в прошлом году телезрители знают, что по указу нашего главы Арсения Сергеевича Николаева был издан указ о создании этой системы домов Аланхо. 10 домов Аланхо вошли в эту систему. Оно должно продолжаться, каждый день наращиваться. И нам очень важно понять и увидеть, как развиваются дома Аланхо в улусах. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Мы благодарим наших коллег из новостного отдела за самые свежие и актуальные новости к данному часу. Ну а наш утренний эфир, к сожалению, уже подходит к концу. И сегодня, как всегда, в конце эфира поговорим немножко о мире животных, о братьях наших меньших. Ну, зачастую мы показываем какие-то добрые, смешные видео с братьями наших меньших, но сегодня мы поговорим на очень серьезную тему, ведь в последнее время участились случаи, когда дикие животные встречаются в городе. Эксперт рассказал, почему дикие животные появляются и в нашей столице, и как себя вести при встрече с ними. На улицах Якутска временами можно встретить таких диких животных, как горностаи, лисы, соболи и косули. Научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, кандидат биологических наук Евгений Захаров, рассказал Якутскому Сахаинформагентству, почему дикие животные появляются в столице, и из млекопитающих в Якутске встречаются в основном мелкие звери, бурозубки, домовые мыши и серые крысы. В пригородах иногда встречаются горностаи, зайцы и лисы. Во время миграции и расселения молодняка в город периодически заходят и соболи. Косули, конечно, бывают реже, добавил эксперт. Так, напомним, 4 февраля в Жатае забрела косуля, и она, к сожалению, стала жертвой стаи бродячих собак. Как сообщили в мини-зоопарке «Зоополис», животное спасти не удалось. Также в жилых домах, подъездах и на чердаках встречаются летучие мыши. В республике известны 7 видов рукокрылых. Такие виды, как ночница иконникова и ушан, занесены в Красную книгу Якутии. Специалисты советуют обходить диких животных стороной и не кормить их, чтобы не привыкали. Животные могут быть переносчиками инфекций, которые будут опасны как для человека, так и для домашних питомцев. Да, но, к слову, про летучих мышей, к ним как раз-таки доверие в 3 года уже как потерялось, до сих пор еще не вернулось. Сложно сказать вообще, что движет животными, которые мы можем увидеть в городе. Это может случиться по разным абсолютно причинам. Миграция, бескормица, спасение от хищников или собак, вот как в случае с косулей. В неурожайные годы некоторые животные заходят в город в поисках пищи, объяснил Евгений Захаров. Как отметил эксперт, диких животных, попавших в город, необходимо вернуть в привычную среду, но, естественно, не своими руками, не стоит ни в коем случае пытаться поймать животное или пугать его, что еще может усугубить ситуацию. Если животному требуется помощь, то необходимо просто обратиться за помощью к специалистам. Всегда нужно помнить о собственной безопасности, ведь помимо опасных инфекций, животные также могут просто нанести человеку травму, в испуге травмировать себя. И вот сообщить как раз-таки о диких животных в городе можно в Якутский комитет охраны природы по номеру 43 66 21. Специалисты приедут, все правильно сделают. Это специально, скажем так, обученные люди, которые умеют обращаться с дикими животными, знают, куда потом их девать непосредственно. Давай еще раз напомним этот телефон. Я думаю, записать нужно уже всем жителям, как и Якутска, так и пригородов. Да? Это 43 66 21. Видишь косулю в городе? Звони. 43 66 21. Но если все было так позитивно, Паш, конечно, да. Да. Но, дорогие друзья, я думаю,
Лучше, конечно, чтобы таких случаев было как можно меньше, потому что дикие животные должны жить в своей флоре и фауне, да, а все-таки нам, людям, ближе милые домашние питомцы. Да, но если усугубляться и начинать философствовать, то тут вопрос, кто на чьей территории все-таки живет. Потому что человек приходит и вытесняет вот эти все угодья, да, некогда принадлежавшие исключительно дикой природе. Ну, на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Завтра последний день рабочей недели. С вами вновь увидимся. Ну а пока четверг. Мы вас зарядили как смогли. Хорошего вам дня. Увидимся завтра на телеканале Якутия 24.